который Всевышний Аллах дал тебе. Бойся Аллаха, бойся Аллаха, бойся Аллаха, потому что возможно, да так в принципе и есть, что все это может привести к тому, что Он говорит слово, которое Аллах ненавидит. И день суда Всемогущий Аллах даже не взглянет на его дела и бросит его в огонь ада. Что же мы видим еще? Мусульманок, которые одевают хиджаб, никаб, и тех мусульманок, которые надсмехались над сунной, и женами пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и над тем, что они закрывали лица. И к чему это их привело? Ты можешь увидеть ее в клубе, в окружении мужчин, которые танцуют вокруг нее, и каждый трогает ее. Ты можешь увидеть ее, сидящей в рейндж-ровере и слушающей дьявольскую музыку. И она еще придумает оскорбительные прозвища девушкам в никабах. И это сунна? И это религия Аллаха? Разве это так? Это не религия Аллаха. И многие из таких мусульманок говорят, что они следуют Корану и Сунне. И я скажу одну вещь. Если тебе нечего сказать благого, тогда храни молчание и держи рот закрытым. Потому что так будет в точности, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если нечего сказать благого, храните молчание или держите рты закрытыми. Если у вас нет стыдливости, я говорю в точности то, что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если у вас нет стыдливости, то делайте, что хотите, но помните, что вы вернетесь к Аллаху, и Всемогущий Аллах в день суда схватит тебя. Что же мы видим сейчас, в 21 веке? Мусульман, которые думают, что следуют сунне Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который был в действительности примером для подражания в исламе. И где мы их находим? В кабаках и клубах, а также в спортбарах, чайных кафе, кальянных. И мы просим, чтобы Аллах уничтожил эти заведения. Но мы сейчас говорим о мусульманах, которые ходят по таким заведениям, по клубам и кальянным. По кальянным. Многие мусульмане ходят по таким местам и думают, что это допустимо. Такие места, как Лунная лагуна, Red Sea Lounge, Exhale, Hook Hands, Мархаба, Касабланка. Многие мусульмане посещают такие места. Мусульмане, мужчины с бородами и без бороды. Мусульманки в хиджабах и мусульманки без него. Пакистанцы, арабы и не арабы, люди из Бангладеш и различных районов Пакистана и Индии, и все они посещают такие места и курят, танцуют, слушая дьявольскую музыку. И подобные места сейчас везде. И ты можешь даже увидеть людей, которые приходят туда со своими матерями, которые также посещают эти места. Они курят в присутствии своих дочерей, а пока они курят, их дочери танцуют с посторонними мужчинами. Они также бывают в ночных клубах, кальянных, на окраинах города. И эти же самые женщины приглашают на дни рождения своих дочерей 17-летних или 16-летних парней. Один из приглашенных парней как-то рассказывал, что к ним вышла девушка в просвечивающей одежде, а после чего они отправились гулять. Она вышла в таком виде,
желая привлечь внимание. Почему? Да потому что она понимает, что скоро от ее красоты не останется и следа, что скоро ей будет противно смотреться в зеркало, так как в нем будет отражаться старая курица. Она понимает, что будет страшно. Ее пугает конкуренция со стороны молоденьких девушек, и что она не найдет профессионалов, которые бы исправили ее лицо. И что же эта несчастная женщина делает? Что эта несчастная женщина делает? Она говорит, что идет прогуляться, а потом напивается. А затем ею пользуются и унижают. Она позволяет себе выйти без нижнего белья в просвечивающей одежде и отправиться в кальянную. И когда ей делают замечания на улице, говоря: «Что подумает твоя мать? Что твой отец подумает?» Если они увидят тебя в таком состоянии, вы знаете, что эта женщина отвечает им? «Да пошла моя мать и да пошел мой отец». Вот состояние многих мусульман, не только здесь, в Англии, но и по всему миру. Но заруби себя на носу, что в следующий раз, когда ты захочешь подымить, либо когда ты будешь крутиться возле своих дружков или подружек, либо будешь в клубе танцевать, сотрясая танцевальную площадку, либо в кальянной, будешь сидеть и слушать музыку, либо когда ты будешь в гостинице заниматься своими мерзостями, либо в каком-нибудь баре будешь распивать водку, может случиться так, что всемогущий Аллах скажет ангелу смерти: «Принесите душу моего врага ко мне». И ангел снизойдет с 12 глазами, с черным лицом, и пламя будет вырываться из его рта и носа, с остальными вилами, раскаленными до красна. А ангелы за его спиной будут с кнутами из огня, и они вырвут его душу и доставят ее Аллаху. И запомни, что тогда уже будет поздно каяться. Поздно каяться. Многие мусульмане пишут нам и говорят: «Почему вы читаете свои проповеди так эмоционально и с такой злобой? А что вы мне прикажете делать? Чтобы я спел вам «Гори, гори, моя звезда»? Когда я знаю, что вместе с окончанием поста, когда наступит праздник, сотни мусульман и мусульманок пойдут делать зина в гостинице. Почему же я не должен злиться, когда я знаю, что имя Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, ругают, пишут ругательства на стенах или выкидывают плакаты с его именем в мусорные ведра? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что после окончания поста на окраинах Манчестера ребята будут стоять перед своими машинами, разливая водку всем, кто вместе с ними, поднимая тост, будут говорить «Аллаху Акбар»? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что сегодня мусульманка, отказываясь от ислама, приводит своих дочерей в храм и крестит их? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что мужчины от 37 до 40 лет могут изнасиловать месячного ребенка? Почему я не должен сердиться? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что такое происходит каждый день? Почему я не должен сердиться, когда я знаю, что многие мусульмане предпочитают следовать за кем угодно, кроме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Почему мусульмане сегодня в 21 веке следуют сунне Тупака, следуют сунне Джей-Зи, следуют сунне Баста Раймс, следуют сунне 50 центов, следуют сунне Ривалдо, Роналдо, Рональдиньо, следуют сунне бойцов UFC или некоторых боксеров, а не сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Почему мусульмане в 21 веке следуют сунне таких женщин, как Леди Гага, Бейонсе, а не сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?